Пол-6 утра, ребят, я уже в лесу. Как-никак, середина августа, ребят, уже начинают грибы выходить. Ну, люди ходили, я пока был на Печоре. Мама ходила у меня, ну так, слабенько. Есть немножко красноголовика, белого, ну вот разнопланового вот так. Ну, чтоб такого массового схода, как бывает, знаете, ребят, да? Такого не было. Понедельник, решил сегодня прогуляться, ребят. Ну, пройтись по малому кругу. Наверное, у каждого лесника, грибника, ягодника есть свой маршрут в лесу. В любом случае, у охотника, у рыбака. Также у грибника есть свой маршрут, и он запланированно хочет пройти сегодня какую-то дистанцию. Также и у меня, ребят. У меня есть 3 круга. Один очень большой, средний и малый. Так как разведка, ребят, сегодня будем идти по малому кругу. Зацепим немного беломошник, посмотрим боровика. И сходим в такой более лиственный лес. Там красноголовик, ну, простонародье называется подосиновик. На удивление, ребят, пол-6 я заезжал на велосипеде. Стоит машина, и грибники уже выходят. Семья из 3 человек, и говорит, что пусто в лесу. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, такая штука, ребят, знаете, грибник, у него своя тропа. То бишь свой гриб он всегда найдет. Если хоть какой-то гриб вырос в лесу, он всегда его найдет. Так что лес этот мой с детства. Я здесь бегал уже в 5 лет. Родители меня таскали. Здесь я каждую лазейку знаю, ребят. Каждую тропу найдем. Найдем, я думаю, что-нибудь интересное. На жарежку подсоберем. Видно после выходных вчерашних, суббота, воскресенье, такие тропы, наезжено все. Ну, гриб такая штука, ребят, за ночь растет 7 сантиметров. Так что бывают такие моменты. Вот лично в моем воспоминании мы шли по лесу, грубо говоря, на рыбалку. И вдоль дороги ничего не было, пусто. Мы хотели пособирать грибы. Короче, пусто. Провели 1,5 суток на рыбалке. Возвращались обратно же по этой дороге. И просто все усеяно, ребят, понимаете? Так что природа такая штука. Давайте предлагаю со мной походить. Посмотрим что-нибудь в лесу. Ну и все-таки первый раз открытие тихой охоты, ребят. Очень люблю собирать грибы. Не то, что их есть, а собирать это мое вообще просто любимое занятие. Я, как и заядлый такой рыбак, я и заядлый грибник, ребят. Так что давайте со мной. Погнали, ребят. И вот иду по дорожке. Многие вот этот маршрут проезжают, хотя зазря. Потому что здесь незначай можно насобирать грибов. Я тебе говорю, как бы в целом это правда. Потому что это все проезжают. Идут в лес, грубо говоря. А вдоль дорог неплохо растет гриб. И я вроде, ребят, вижу первый грибок сегодня наш. Ладно, да, все верно, ребят. Вот он, красавец. Боровичок стоит. Шикарно, ребят, открылись, все. Опять же, этот сраный мусор, блин, вдоль дороги. Я постоянно выхожу, собираю пакеты. Когда я пешочком ставлю возле дороги. Ребят, ну не надо так делать. Вот смотрите, банка, пакеты, и стоит боровик. Нельзя так делать. И слышу, техника едет. Кто-то заезжает. Ладно, будем брать. Ну вот, ребят, первый, я думаю, боровичок. Это у нас луговой гриб. Вот такой красавчик. Сразу давайте определимся, ребят, по сбору грибов. Срез или выкручивание. Я как-то выкладывал, ребят, видео по поводу грибов. Ну, как и говорили, шляпка в хлам. Точнее, ножка. Как-то говорили, как-то выкладывал видео по поводу грибов. И, ребят, меня приучили родители, ихние родители, ихние родители, ребят, выкручивать гриб. Разницы нету на самом деле. Ты выкручиваешь или срезаешь гриб, а разницы нету. Ученые доказали, ребят, что вот эти грибницы сами, да, они не портятся никак в жизни. Они от этого гриба проходит грибница вот так 1000 километров. И вся нить, вот эта цепь, она связана. Да, кто-то там говорил, то, что срезаешь, пятка остается, грибница начинает гнить. Это тоже все чушь. Короче, ребят, природа сама по себе позаботилась. И то, что ты срезаешь или выкручиваешь, разницы никакой. Просто я понимаю, что мнения всех разделились. Вот моя бабушка мне говорила: Андрей, выкручивай гриб. И я выкручиваю. Тебе, допустим, да, бабушка сказала или дедушка, только срезать.
И для тебя это авторитет, и ты испокон веков так делаешь, и думаешь, что это правильно. Так же я думаю, ребят. Ладно, первый грибок. Ну, нога червивая вся, шляпка хорошая. Вот, уже молодая пара проехала на мотоцикле. Ну вот, ребят, я и говорю, люди ходят. Ну, пика такого, как я понял, что нету. Ладно, пройдемся. Вот, ребят, маховички вышли. Тоже мы возьмем маховичка. Отличный грибочек. Так как особо грибов еще нету, я так понимаю. Ну, будем собирать так себе жарешку. Такой что-нибудь ассорти наберем. Так как особого пика нету. Когда идет пик, то согласен, ребят. Иду конкретно за боровиками. Или иду конкретно там за красными. Ну а сегодня пока разведка у нас, первый выход. И будем относиться так в аккурат, короче, ребят. Соберем так немножко для себя покушать свежих с картошкой. Тем более картошка уже первые эти копки, так скажем. Первый урожай свежей картошки с грибами, ребят. Август месяц, это детство, но я всегда так помню, что картошка свежая и грибы свежие. Ну вот. Ладно, продвигаюсь. Вначале нашел лугового, значит, есть вариант, возможность пройтись по беломошнику. Посмотрим там белого. Вот сыроежек, ребят, смотрите сколько. По 10 штук прям на месте стоят. Кстати, классная штука. Если заморочиться, можно вообще в аккурат собирать. Он что жареный, ребят, что соленый, что икра из сыроежек вкусная. Ну, не знаю, я что-то люблю такое собирать гриб. Для меня что сзади ребристая, под шляпкой, как будто бы не гриб. Хотя многие собирают и очень довольны. Тем более этот гриб растет много, семьями. Ну, у меня сегодня такая разведочка. Да, конечно, маленькие малютки, сыроежечки можно шляпки собирать. Ну, давайте сегодня остановимся на белом и на красноголовике. Маховичок, маховичок. Маховичок чистый, ребят, смотрите. Маховики чистые. Так, ребят, ну что, я захожу к месту. Слышу, машины еще вроде. Людей, короче, достаточно. Вот этот мотоцикл, который меня обогнал. Вижу, тут кто-то нормально так чистил грибы. Есть вот. Перебирал, наверное, скорее всего. Там маховик большой стоит. Сейчас настрою глаза, ребят. Знаете, надо, когда вот в лес заходишь, прям на глаза настроить. И все. У тебя там каждый там момент какой-то мелькает, и ты уже все, аж тебя подрывает, короче. Ладно, сейчас захожу на беломошник. Пройдемся по этой стороне. Потом перейдем в другую сторону. Пройдем, посмотрим красный гриб, так как народ идет. И все равно надо попасть как будто бы в первых рядах. Юпитер. Страсть. В детстве, помню, было дело, да. Гоняли. Страшное дело было. Ладно, погнали, ребят. Так, ребят, ну пока гуляю, немного пообщаемся по поводу вот грибов, ягод. В этом году повеселее с ягодами. В прошлом году вообще не было. Ну так, ну, фанты, так скажем, да. А вот в этом году прям нормальные сыроежки. Ой, сыроежки, морожки. Черника. Отлично в этом году. Урожайка такой неплохой. И вот, ребят, натыкаюсь на боровичок. На молоденький. Вот только-только проклюнулся возле дороги. Вот боровичок, ребят. Это вот ночная норма. Ночная норма. 7 сантиметров за ночь он вырастает. Выкручиваю против часовой, ребят. Оп, достаю. Вот он. Вот этот боровичок. Еще даже не почернел. Не успел за ночь. Но чистый, ребят, чистенький. Сразу так почистим его аккурат. Молоденький. И в корзинку. Ну вот.
Только зашел, сразу первенький стоит. Комар что-то летает. Вот здесь, ребята, в этом месте есть беломошник и вот такие, как скажем, островки черничника. Перемешку с брусничником. И вот бывало нередко, прям нередко, вот, белые прям здесь стоят. И вот они из мха, то что мох получается, черничник, они вот такие вот здоровые получаются. Ну прям я имею в виду. Нога толстая, шляпка большая. Срезов много. Есть срез. Ну так. Особо махового выхода, я так понял, что нету еще. Да, ребят, в этом году лето было походу везде. Ну, я имею в виду тепло, солнышко, жара стояла. Нас тоже это зацепило. Вот. И вот сейчас схожу. Хотя и были дожди немного. Ну, лес сухой, вообще сухой. И вот стоит, ребят, кабан, боровик. Вот он, второй сорт. Красавец, ребят, смотрите. Вот на такой опушке. А вот второй. Смотрите, ребят, сразу не отходя от кассы. Надо обычно, вот я когда подхожу, вот видно, одного раздавили. Слепые. Одного нахожу. Вот, в принципе, когда его раздавили, этот уже стоял большой. И вот, смотрите, ребят, видно срез, там срез. Ну вот эта грибница, она вот петляет, и вот, прям два, ребята, а вон еще малыш, смотрите, а вон еще малыш. Смотрите, ребята, раз, два, 3, 4. Вот я обычно так сразу голову поднимаю и вокруг смотрю, потому что когда заходишь, с одной точки зрения, можешь не заметить гриб, потому что дерево там или веточка, куст, а повернуться в другую сторону, допустим, вот так же опять и пройти, ты можешь найти. Вот такие дела. Да, ребят, поедены, блин. Надо немножко холодка. Сейчас немножко похолодает и более-менее чистый гриб будет. Тепло еще все равно ночью. Ну вот, семейку нашел. Ну нет, особо такого нету, ребят. Пика. Видно, что грибочек только-только начинает проклевываться, так скажем. Еще неделька, наверное, если погодка постоит с дождями, то вот можно прям смело идти и брать душевно. Так, ребят, ну я вот прошелся метров 5, наверное, от того места, и вот опять стоит на полянке боровичок. Это прям красивый, прям шикарен. Чистый, ребят, смотрите. Сразу почистим. Мамка меня приучила собирать красиво грибы. Сразу чисто. Дома, чтобы по минимуму перебрать, нарезать и все. Грибок срезал, ребят, смотрите. Люди носятся как угорелые. Вот видно, сбили белого. Это за вчерашние выходные. Надо спокойно, не суетиться. По прямой не ходить, немножко петлять. И тогда все будет получаться. Я знаю таких людей, у меня знакомых много. Вот видите, ребят, крутанулся, вот где вот раздавили, да, я показал. Вот они, два малыша спрятались. Ну, естественно, такого ты раздавишь. Вот он, раз. Опа, два. Вот. И люди носятся и давят. Таких малышей не видят. Надо просто аккуратно ходить, и все будет получаться.
Второй парень с семьей проехал. Не понимаю, зачем по бору на мотоцикле гонять. Пришел, поставь технику, так ходи. Нет, прям по бору гоняет. Он думает, как будто быстрее будет передвигаться, много наберет. Я думал, он ошибается. Блин, что-то антикомарин взять, ребят, не взял, думал, не особо. Поджирает комар. Так, по вискам немного долбит, неприятно. Смотрите, красота. Бары, беги. Мощно. Воздух такой. Прям надышаться невозможно. Немножко научу, может кому-то будет полезно. Так, ребята, видим срез. Сейчас записываю онлайн, никаких постанов. Видно, срез, ребят, немного потемнел. Значит, это не вчерашний срез. И ему как минимум 2 дня. Теперь мы здесь рядышком смотрим. Когда гриб только-только выходит, есть вероятность, что грибница, так, вижу там здоровый, грибница тянется, и рядом, как правило, должен быть еще гриб. Ну и вот, все, ребят, по красоте, по красоте. Вот он. Ребят, смотрите, боровик, у кого-то платок валяется, а здесь вот такой красавец боровичок, ребят. Опа. Вот он, ребят, смотрите. Просто красавец. Ну вот, все это работает, так что, ребят, если такое дело, то, допустим, молодежь смотрит, берите на заметку. Так, ребят, еще машина проехала. И вот начали в ту сторону. Что-то сразу туда все идут. Сейчас, наверное, мы переходим небольшое болотце, там такое. Выходим на дорогу и идем посмотреть красноголовиков. Ну, подосиновиков. Вот здесь вот как раз хотел там прогуляться. Народ прям 4 человека пошло. Ну, лес, ребят, это как и берег, открыт для всех. Так что немного план сбили. Ну ладно. Сейчас перейдем быстренько и пройдемся туда. С красными, я думаю, будет поинтереснее, потому что красноголовики, они как не наесть раньше вырастают, так скажем. Ну, выход красноголовика всегда раньше, чем белого. Ладно, сейчас перейдем туда. Хотел там пройтись. Ну ладно. Пойдем по другому маршрутику, так скажем. На выходе, ребят, с болота тоже есть такой небольшой пятачок. Но люди, как обычно, его проскальзывают. А зря. Красавец боровик ждет меня прям на окраине вот этого всего чуда, этой красоты. Вот он, ребят, смотрите. Вот, там болотце. Вот, и тут такая полянка. И вот здесь прям по окраине стоит. Но это уже запустили люди. Как-то вот так еще с-под деревца вымахал, блин. Ну какой, ребят, смотрите. Ну чистоган, обломался. По традиции, ребят, я оставлю это белочкам, чтобы не сгнил. Может, в течение недели, пока он не обмякнет, они его найдут, покушают. Я не знаю, там меня так отец приучал постоянно белочкам. Конечно, это может детский такой лепет. Ну, не знаю, всегда если стоит большой, многие его там пинают. А я вот срываю его и на ветку. Ну, в этом же пятаке запустили. Перерос уже.
Хожу, ребят, с этого пятачка. Вот два белых боровика стоит, смотрите, ребят. А вот дорога, на которую мне надо было выйти. Прям вот возле дороги. Я про то и говорю, ребят, что грибники такие матерые. Поедем, правда, немножко. Ну, где не думают, там и берут гриб. То бишь иногда надо мыслить, как и по рыбалке, как и по грибам, по-другому. Все рвутся в те вот места, вот в бор, в центр, а окраины не берут. Вот зря. 3 беленьких, ребят. В этом пятаке 5 штук получается уже. Вот, ребят, смотрите, иду по дорожке, вот тоже. Не знаю, как люди не замечают. Но дорога вот по максимум, не знаю, 2 метра. Вот тут такая лужайка. Но здесь постоянно выходили. Я не зря сюда так посматриваю. И вот два таких боровика. Это переросток уже, наверное, даже смотреть его не будем. Просто. Хотя можно брать. Кто-то берет такие. А я не беру. Я беру так поменьше. Таких, допустим. Вот. Ну вот этот красивый. Вот такой уже. Немножко другой. Нога тонкая у него идет. Вот такой, ребят, смотрите. Красавец. Ну вот. Потихоньку-то собираем. Потихоньку корзинка наполняется. И не важно, ребят, то, что вчера люди тут были толпой. Я говорю, свой гриб всегда найдешь. Ладно, подхожу уже к ручью. Сейчас ручей пересекаем и уже, ребят, совсем другой гриб, другое царство. Другая уже атмосфера там, совсем другая. Так, ну что, ребят, подходим к ручью. Постоянно здесь репчик живет. И вот здесь такой закуточек. Тоже есть дорожка, но желание есть прямо здесь пройти, потому что здесь стабильно растут красноголовики. Попадали даже белые. Вот в этом закуточке небольшом. Вот брусничка, смотрю, спеет. Маховичок. Вот такой красивый. Возьмем. Сегодня собираем на жарежку. Вон чистенький маховик. Я просто уверен, что грибы там будем белые чистить, резать. Возможно, где-то червивые будут. Так что собираем сегодня все. Ну, относительно все. Вот здесь обычно тоже нет-нет попадаются красноголовики. Ну, что-то, походу, сегодня их тут не видать. Вижу сыроежки. Ну и все. И бывало, нет-нет, стоят. Вот он, ребят. Нет-нет, стоит, ждет. Андрюха же в лес приехал, да? Вот здесь такие, вот они и есть, ребят, красные. Что ни на есть, ребят, красноголовый, красный. О, нога, симпатяга, смотрите, ребят. Мамин бродяга, папин симпатяга. Вот, красная голова здесь. Вот они здесь почему такие же растут. Ну вот в онлайне, ребят. Просто, ну, я говорю, я с этих мест уже с детства. Настолько они мне здесь близки, что, наверное, просто изучил уже до такой степени. Понимаешь? Все равно закуточек дал грибочек. О, даже поговорочка, да, ребят? Закуточек дал грибочек. Просто бывает голодный год, а гриб надо наскребать. А когда вот большое количество народу ходит, то вот такие лазейки, они, ребят, выручают. Ладно, я подошел к ручью, сейчас быстро перехожу. И будем долбить красноголовика. Я уверен, что мы там найдем нормально. Захожу уже вот этот лес, и меня боровик встречает, ребят. Да, такой красивый, черничнички. Просто шикарен. Ух, ребят, да еще крепыш. Вот он, смотрите, братва. Боровики дают намек
Андрюха говорит, сегодня, говорит, собирай боровиков. Черничники еще, ребят, то, что вот они растут, они еще и чистые. Ну, потому что мох. А вот уже на бору, вот на такой земле твердой, они вот там уже червивые. И немножко похолодает, гриб все равно будет расти. Червя меньше будет. Вот тогда да. Тогда можно будет собирать прям так плотно. Ну, дай бог, чтобы в этом году был хороший урожай по грибу. Если будет хороший урожай, то возможно съездим, ребят, на недельку в рай грибов. Не буду объясняться. И можно подзаработать денежку, наверное, даже. Я думаю, будет неплохо. Вот красноголовик стоит, сразу не отходя от кассы. Ну, вот, ребят, в чем я хотел вам объяснить, я постоянно объясняю. Вот есть красноголовик, да, подосиновик, красная голова. Есть белая, ребят, есть оранжевая, то бишь все зависит, наверное, от попадания света, от места обитания. Там еще вроде стоит. Да, вот еще один стоит. Ну вот, белый, ребят, белый подосиновик. Да, это тоже гриб. Такой же, ничем не хуже других. Вот он, парень рубаха. Мусоролежек прям, ребят, куча вообще. Ну, можно приехать и набрать столько, сколько нужно. Вообще много. И красивые такие, маленькие попадаются. То, что надо, вот такие шайбочки. Тверденькие, плотные. Ну вот, ребят, я начинаю заходить вот в другой лес, так будем, да, выражаться. Вот, и здесь преимущественно вот красноголовик. Вот здорово, что вот рядышком вот таких два леса, ребят. И прям по желанию, вот какой хочешь гриб собрать, такое можно. Не надо никуда заезжать далеко, ездить. Ну, бывает вот так, можно пройти сразу. И туда заглянуть. Но я повторяюсь, то, что я хожу сегодня по малому кругу. У меня еще есть пятаки побольше. Но сегодня разведка. И далеко не пошли. Рядышком здесь. Вот, ребят, смотрите, малышок стоит. Малыш. Вот такой. Он, видите, как будто чистый был. Шляпки вон, середина червивая. Ну вот сухой бор, ребят, смотрите. Вообще и по черничнику, ну, сухо вообще в лесу. Надо дождя. Бывало, идешь, аж скользишь по мху этому. А вон тут идешь. Я еще забродники одел. Думаю, мало ли роса будет. Думал, может, поле там переходить буду. Ручей, думаю, может, в каком состоянии. У меня неделю здесь не было. Так как помните, ребят, что ездил на Печору, да? На рыбалку. И прям не знаю, какое состояние здесь. Вот, ребят, два штучки стоят. Молодых. Вижу. Отличные. Красавцы. Вот в черничнике, да. А нет. Надо проверять, ребят. Вот. До шляпки. Махом до шляпки. Вот тоже красноголовик, подосиновик. Ну, шляпка. Шляпка вот такая коричневая. Ну, так и сказали. Мама ходила у меня недавно. По шляпку, говорит. Вон еще, ребят. Вот у нас маховик большой. Такой не будем брать. По шляпку все червивые. Вот. Еще дома вырежем по-любому. Так что надо еще определиться. Вот здесь бывает выход на бору есть. Вот, то бишь на такой местности. А бывает в черничнике надо собирать. И вот сейчас пока еще не углубился, не могу понять, где лучше.
Издалека, ребят, решил подойти, потому что шел он там. Ну тут сыроежек куча оранжевых. Красноголовичек такой же оранжевый, ребят, смотрите. То бишь далека даже не поймешь. Думал сыроежки. Вот здесь он в мху чистый, ребят. Красавчик. Вот так вот. Так что, как говорится, волка ноги кормят. Подошел. Думал, вот сыроежки, их тут море. А это у нас красноголовичек стоит. Не зря. Вон, ребят, смотрите. Ах, какие красавцы стоят. Малыши, карандаши. Видно тут срез. Вот, ребят, смотрите, старый. Вот видите, как она вот работает, грибница. Нет, молодой, но, блин, под шляпку червивый. Вот такой более-менее чистенький, не успели еще забраться к малышу. Тишина здесь, голосов нету. Но вот на той стороне, да, там по белым, наверное, сейчас пробегутся, так соберут, ну, таких открытых, скажем. Ну, мы там лазейки свои посмотрим. Все равно, не знаю, какой-то червивый, съеденный, не, нормальный. Подхожу уже к норам, надо разведку сделать. Всегда хожу, смотрю свежие следы, что-то как. Подходим уже. Нет, ребят, попадаются. Не сказать, что там усеяно все семьи там такие. Ну вот, нет. О, какой длинноногий, ребят. О, какая нога. Ох, и чисто, ребят, смотрите. Красавчик вообще. Не зря. Так, что-то не особо так они. Ну, далеко не хожу, здесь гуляю. Попадаются. Но видно, примята. Столько ягод, ребят, смотрите, можно собрать по желанию. Ну, с ягодами что-то у меня не особо. Не любители ягоды собирать. Раньше, да, собирали. О, связь поймал. Сейчас как будто, не знаю. Ох, ребят, смотрите. Стоят прям два бродяжки таких красивых. Опачки. Вот так вот. Выкрутили. Блин. По шляпку, да? Но. Ну, ты, наверное, такой же. Ну да. По шляпку. Срез. Шляпка только нам досталась. Блин, ну комар, да, что-то. Думал, уже комара нету. Не особо. Все равно еще летает. Ну, конечно, не такими роями, как, допустим, в июне. Но есть еще неприятно. То бишь, розетка сегодня у меня по грибам. И дочкой хочу сходить. 6 лет нам исполнилось. Кирина Андреевна. Многие знают, да, ребята, Кирину Андреевну мою. А вот ее подтаскиваю немного тоже к любимому делу своему. Лес, рыбалка. Да, то, что девочка скажут многие неправильно. Ну, в наших краях, ребят, много рыбачек. Я, конечно, не хочу ее углублять так, чтобы она была прям заядовая такая, знаете, лес, тайга там. Чтоб в свое время она знала, что можно сходить. И батю помнила, какой он есть. Батю уже не исправить никак. Это больная тема. Я болен, и от нее нет лекарства. Маховики, ребят, стоят шикардосные такие вообще. Ну, ковыряю вот так
Подхожу, ребят, к норам. Сейчас глянем. Ну что, вот, начались вот эти покопы, окопы. Вот свежие видно. Ну да, леса. Угу. Изначально вроде тут были барсучьи норы здоровые. Но потом вроде как охотники с собаками изловили. Ну я уже, правда, не помню. Но как я помню, как я в лес вот ходил, вот эти норы, они всегда здесь были. Вот, да, свежие, ребят, смотрите, песок есть. Вот туннели уже начинают осыпаться. Всегда сюда приходил, смотрел. Вот здесь вообще следы не видно свежих. Вот, уже падают начинают. Ну вот, здесь они живут. Лисы, скорее всего. Красноголовочек стоит, ребят. Одиночка такой тут. Что его поели так. Непонятно. Ладно, навестили. На краешке тут живут. Здесь там уже такое черничный густой болотце. Здесь возвышенность такая. И вот они здесь облюбовали себе место и живут. Ну, много здесь ходов. Вот только вот такие подрывы, подкопы. На пятаке он вообще мощно. Ладно. Приятно, что все равно зверь есть. Здесь рядышком. Хоть какой-никакой, хоть там. Не знаю. Леса как бы там не ценятся. Но как-никак санитар леса. Природа придумана. Так что все равно приятно. О, ребят, спрятался. Оранжевый такой. За веткой не видно было его. Ну, понятное дело, что червивый. Ну, нет, шляпка вот, ребят, нормальная. Дома потом переберем, когда резать будем. Маховичок, но такой уже большеват. Так, сейчас тут немножко крутанусь и перейду на другую сторону, так скажем. Вот та сторона мне больше всего нравится. Там как-то повеселее. Вот вижу сдалека, ребят, в завале стоит красноголовик. Бутылки валяются. Зараза, блин. Не знаю, ребят, давайте как-то в натуре аккуратно, что ли. Вот собираешь грибы, а здесь вот такая делюга. Я думаю, неприятно никому будет. Не знаю, как шляпка. Ну, нога вообще в хлам. О. Если белочка только. Или бурундучок. Тут много, кстати, бурундуков бывает. Идешь по 5-6 штук видишь прям на одном месте. Семьи. Короче. Пускай кушают. Малыш. Ну, вот это должен быть хороший, ребят. Крепенький. Смотрите, какая нога. Ох. Прям режешь, аж хруст стоит такой. Видно, что боец, прям крепышок. Вот. Ну, и красненьких потихоньку собираем. Нет, попадаются. Ну, массового пика такого нету. Естественно, то, что подсобрали вчера, я не спорю. Как бы ни было. Ну, когда он идет, ребят, он прям прет. Он прям прет. Надо просто попасть. А что попасть, надо ходить. Надо знать.
Надо угадать. О, стоит. Стоит, дружище. Ох, тоже какой-то, ребят, крепыш. Аж этот. Нога туда уходит. Такой. Ох, чисто, ребят, смотрите. Красавец. Ну вот. Ковыряем. Немножко маховиков подрезаю. Ну так, не особо. Как бы вижу, вон тут, смотрите, ребят, собрал. Раз, два, три, четыре. Ну, просто вырывает, видно, шляпку. Ножку не беру. Вот, рядом еще два парня выросло. Ну, вообще за грибами, конечно, ходить. Я вот собирать, ребят, люблю. Не знаю почему. Ну, кушать ем. Ну, так сказать, чтобы прям обильно там употреблять гриб. Нет, с охотки, да, охота иной раз. Сейчас вот свежих, именно свежей картошкой. А по зиме вот так в месяц раза два, допустим, там тоже на выходных, там на воскресенье с картохой нажаришь под молочко. Не знаю, картошка почему-то ассоциируется у меня с молоком. Так, ну ладно, ребят, я сейчас крутану здесь и перехожу. Пойдем в обратку. Та сторона, я думаю, будет поинтереснее, посимпатичнее. Так, ну я перешел. И вот у нас первый, ребят, в этой стороне подосиновик. Ну, зараза, под шляпку червивые. Шляпка более-менее, не более-менее нормальная. По ноге ходят. Ну, бывает тогда, бывают червивые, но грибов много бывает, а червивых вообще куча. Находишь много, а берешь-то не особо. Ну, видно, хожено очень сильно. Прям такие тропы, блин. Видно, затоптано все. Чернику собирают люди, тоже приходят. Ягодки. Ну вот, ребят, второй такой попадается. Белый. Собака где-то лает. Что-то вообще плоховато. Чуть больше уже все они махом. Ну, вот под шляпку, видите, ребят, под ножку. Так можно вырезать, по идее. Но я так не люблю этим делом заниматься. Ну, я имею в виду то, что охота гриб красивый приносить. А здесь приходишь, какое-то ассорти приносишь. Вот, чисто из-за этого. Ну, что-то здесь погулено, походу, посерьезнее. Там еще по черничнику там люди не особо гуляли. Может, пробегали как-то. А здесь прям видно, походили. Но все равно нет-нет, собираю, ребят. Так, чтобы понятно было. Блин, ну зараза, под шляпку. Червивый. Да лучше, конечно, проверить. Можно корзину набить, домой принести. О, связь. А потом дома половину выкинуть. Ох, ребят, смотрите, два таких бродяжки стоят. Вот видно, срез старый. Старый срез. Вот. Уже такой деревянный. Ну, даже три. Вон малыш еще. Красивые, да, ребят? Такие кабанчики. Ну, блин, вот то, что вот так, это плохо. Так, можно зачекинить в инстаграмчик. Ребят, ссылочка на инстаграм
всегда в описании на ВК. Заходите. Что-то включаю Инстаграм. Вот такой красавец. Отлично. Повеселее пошло на вот этом пятаке. Там 3. Здесь 2. Сразу. В мху они здесь хоть, ребят, немножко почище. Да. Под шляпку опять. Второй, значит, тоже можно и не резать, не вырывать, имею в виду. Под шляпку. Ну ничего не поделать. Вон, ребят, сразу стоит. Опять белый, третий уже такой на сегодня попадается. Его нормально так белочка поела. Вообще. Вот, под шляпку. Смело можно даже. Не, ну попадаются, да, в мху. Ну а так в основном полностью червивые. В обед дождь обещали. Что-то уже моросить потихоньку начинает. Гуляют, а еще, ребят, вообще немного. Сова вроде. 7:30, 28 минут. С дорогой это вообще гуляем еще мало. Ну как бы сегодня так особо-то и не планировалось. Чисто погулять, посмотреть. Разведочка. Какой маховичок, ребят, смотрите. Как на картинке. Такой вообще аж красивый. Вон 2 стоят. Парня. Уже можно так резать сразу. Потому что червивые. Тем более на бару. Вообще сразу же. В мху еще можно проверить. Здесь уже бесполезно, но уже понял. Так, ладно, я тут крутанулся. Штук десяток собрал. Ну, единственное то, что забрал только шляпки. Пойдем мы на выход. Маховики стоят. И зайдем еще на пару мест. Посмотрим боровиков. Погуляем. Вроде как нет, тоже попадаются. Ну ладно, спасибо, Борик. Погуляли с тобой сегодня. Отдохнул здесь. Разведал. Нормально. Но еще пика нету. И он будет 100%, ребят. Главное, чтобы дождик был. Сейчас вот как раз дожди обещают опять. Я думаю, после дождиков сразу, не задумываясь, надо ехать собирать грибы на зиму. Черничнички на окраине стоит. Красавец. Блин, ну под корнем чистый, в центре и шляпка чистая. Так можно резануть, по идее, как будто он чистый, набрать. Но... А потом, блин, дома все шляпки, все ножки выкинуть придется. Так что вот так. Я добрался опять до Беломошников. Здесь вот есть пригорок такой. Вот этот лес горел, вот этот в свое время. Думали, что грибов не будет. Ну, нет, восстановился и уже даже не особо, не, местами видно, что вот горелые, а так особо восстановился в лес. Хорошо. И вот встретил сразу, ребят, здесь боровичок такой стоит. Красавец. Он чистенький, ребят. Отличный. Ладно. Дождик что-то крополить начал. Сейчас я пройду здесь по горе. Немного подымусь. Тоже есть там пару мест таких. Ну, уже доскоблить, так скажем, в сегодняшний день. Выхода не особо. Ну, собирать-то можно потихоньку. Вот этим сейчас и займемся. Что не рубить там грибов, а будем потихоньку собирать. Здесь тоже такое интересное место, ребят. Здесь гора вот получается. И вот под горой вот тоже мох. Точнее, черничник вот такой. Здесь частенько тоже стоят крепыши. Ну, белые, я имею в виду. Не знаю.
Посмотрим, будут на подъеме попадаться, нет? Так, ребят, ну я поднялся здесь на борик небольшой. Он вообще небольшой. Но бывает здесь тоже попадаются белые. И решил я тоже сегодня его проверить. Тут по окраинке сейчас пройдемся. Посмотрим. На подъеме ничего не было. Внизу там прошелся чуть-чуть. Одного нашел. Сейчас посмотрим здесь, как дела. Стоит, ребята. Малыш, правда. Но все-таки нашли здесь. Тоже мы боровичка. Опа. Ух, какая улитка присосалась. Ну-ка. Отстань. Чистенький. Отлично. Все равно одного нашли. Одного нашли. Ну вот, да, вот срезы. Говорю, надо. Далеко ходить не надо. Сразу смотреть рядышком и все. Ладно, ребят. Тут быстро прокрутился. Пойду вниз сюда на Беломошник. Ну, что-то подумал, зайду туда, ребята. Я погуляли, где народ утром был. Пройдусь я там тоже. Ну, уже на выход буду выходить. Ну, нет особо гриба, ребят. Ну, там тоже ковырнусь. Пройдусь. Может, найдем там своего тоже. Сейчас на горе, ребят, здесь на красоте вот такой. Чайку попьем. Термос брал с собой. И пойдем уже вниз. Вот здесь на бревнышко сядем. Ну вот, ребят, так собираю потихоньку маховиков, белых, красноголовиков. Короче, все подряд. Рюкзачок брал с собой. А никаких бутербродов не брал. Просто термос. И шоколадку, правда, взял еще. Так, может. Ну, по лесу люблю гулять много. Бывает. А сил так, чтобы дало-дало. Ну, шоколад самое оно. Кофе и шоколад. Напарника нету, сейчас бы половинку дал. Ладно, ребят, давайте. Спокойно, тихо, блин. Много. Сейчас приходил по черничнику. Женщины стоят. 5 человек, 5 женщин прям чернику собирают. Ну, будем. О, ребят, под горой, смотрите. Спускаюсь, вот стоит кабанчик. Ну, я даже проверять его не буду, белочки. Белочки его на дерево. Все-таки, ребят, нашел его, вот, который я хотел. Которого, ребят, я хотел увидеть, показать вам, крепыша вот этого. Ах, красавец. Вот, смотрите, вот, ребят, про что я вам говорил. Вот он, брат. Грибок. Ну, такого, ребят, запечатлеть не грех, наверное. Потому что красавец вообще, красивый. Да, ребят, бомбовский, да? Стоит тут, ждет. Я уже перешел дорожку. Иду, вот, получается, переходить на другую сторону. И вот стоит. Ну, к сожалению, наверное, он хоженый до шляпки. Еще один дятел. Еще один дятел. Рябчиков что-то я не видал сегодня. Обычно там возле ручья частенько взлетают. Что-то, не знаю, тишина. Выводка в этом году нету, что ли, там. Вышел на дорожку. Вот кто-то кабана тут резал. Вон там маленький стоит. И тут маленький стоит. Вот, ребят, только начинается, походу, все это дело. Ну, это радует, что потихоньку идет все. Вот это тут срезал, и прям возле дорожки стоит некрупный.
малыш. Отлично. Сейчас перейду. И там по Беломошечку погуляем. Вот где-то вот здесь машина заезжала. И вот парень на мотоцикле прям по бору ездит. Не знаю, там они, не там еще. Или ушли уже. Так, смотрим. Что я перешел еще одну дорогу. Здесь просто дорог очень много. И вот такими квадратами вот есть такие барки небольшие. Ну, не очень большой бор. Ну, далеко не буду заходить. Краем сейчас пройду. Ну, видно, резали. Прогуляю здесь на выход уже в сторону дома. Нет, так нет. Посмотрим. Ну, свой гриб-то найдем здесь, наверное, тоже. Я думаю, найдем. Здесь красивый беломошник. Вообще здоровский. Ну, походили здесь достойно. Срез на срезе, свежие все срезы. Ну, говорю, тут полная машина погуляла, не слышно голоса. Уже прошли здесь и, видать, уехали. Вот, смотрите, ребят, о чем говорю. Вон свежак. Вот свежак. Ну, это прям сегодняшний еще прям. Еще дымок прям идет. Ну, все равно иду в сторону дома, так что не по дороге, а так мало ли кого-нибудь найду. Ну вот, и срез на срезе. Прошли здесь, конечно. Ладно. Как бы я и ожидал, что так и будет. Ну ничего. Брусничка вон, ребят, смотрите. Местами красивая. Вообще здорово. Ребят, все равно нашел. Нашел двух красавцев. Опа! Вот они, ребятки. Красавчики. Здесь на белом мху такие растут. Чистый, главное, ребят, понял? Душевно. Все равно найдешь, но... Ох, чистенький, ребят, смотрите. Отлично. Дорога вот уже. Буквально так ходил, петлял. Ну, срезал 8, наверное, 9 я видел. Ну, свежих прям вот таких. Понятно, что собрали. Ну, нашел своего. В любом случае нашел. Видите? А я вижу. Шляпочка стоит. Красивый. На белом мху. Вот такие острова вот здесь, ребят. И вот на границе вот таких частенько тоже надо ходить, смотреть. Опа. Выкрутили. Здесь ходили. Под шляпку. Срезаем. Ну вот. Нашел. О, смотрите, ребят, нашел. Второй стоит. Даже не видать его сдалека-то. Это вот еще на мху видно было. Ох, ребят, вот это крепыш. О, какой. Ходили немножко. Ну вот. Вот здесь, если походить, в принципе, можно ковырнуть. Ну, понятно, что особо здесь не найдешь, так как хотелось. Ноги только забьешь. Ну, по окраине вон можно еще вон пройти. В центре-то, понятное дело, там крутились. Срезов там вообще много было. Что это у нас, белый? Сыроежка. Вот они тут ходили, пинали сыроежек, видно. Это вот сегодня. Вот еще красавчик. Вот здесь, наверное, этот угол не трогали. Я вот почему сюда и зашел. Такой кривоногий. Но явно чистый. В мху, потому что
пахнет, ребят. Красиво. Опа. Ну вот, не все так плохо. Ковыряем мало-помалу. Специально этот угол, думаю, зайду. Посмотрю. Некоторые сюда ленятся уже забегать. Тут потому что дорожка идет. И она ее манит на выход идти. А здесь уголок такой есть еще вот. И в принципе не подвел он меня. Старый срез. И вот малыш стоит. Значит, гриб идет потихоньку. Еще бы дождика. И было бы вообще, я думаю, такой бомбовый выход. Дождик нужен, да. Но сегодня вот по прогнозу дождь после обеда целый день. И как будто бы, я думаю, это на пользу. Хотел сегодня лодку обкатывать, но походу не получится. Дождь обещает. Малыши, карандаши. Вот это ночь, ребят. За ночь он выскочил. За ночь. Что-то немножко нога у него подгнивает. Так в целом нормальный. Ну что, окраинка дала. Краешек. Муравейник здоровый. Смотрите, ребят, какой. Обычно здесь, там болото уже идет. Медведи часто выходят. И вон, не трогали. И что, стоит что ли, да? Да ладно, блин. Вообще красавец, ребят, смотрите. Опа. Такой какой-то. Зеленоватая уже шляпка. Чистейший, на песке. Вот так вот. Не зря прошелся здесь. Муравейник здоровый, да? Ну, о, прям здесь стоит. Я даже не вижу. Прям на муравейнике вырос. Чистейший. Но медведь его одно время рыл, этот муравейник. Сейчас в этом сезоне не трогал. Стрельнули здесь вроде, да? Как будто мне помнится. Взяли здесь косолапого. Опа. Опа, опа, опа. Степа. Ну такой крепыш. А я приехал к матери. А мамка ходила, а вон, ребят, еще один. Смотрите. Сразу даже не увидел. Мама говорит, пустой лес, Андрей. Ну, смысла нет уходить. Я говорю, да схожу, мам, погуляю, подышу, говорю, воздухом. Просто по лесу хочу побродить. Ну, говорит, если что, говорит, маслят, сыроежек собери, говорит, на жарежку. Что мы тут? Беленьких подкосили. Нормально. Вот так вот. Вот край, ребят, не тронули, смотрите, да? И вот попадается. Центр весь разбитый. Ну вот, ребят, все та же дорога. Только сейчас я ее обошел. Пожалуйста. Бутылка, блин, конечно. И вот такой красавец. Опа. Да. Вот дорожки стоят. Бродяги. Одиночки. Ну, я в целом походом доволен сегодня. Подсобрал на жарежку. Даже не на одну. Будем выходить к дому. По традиции сейчас возьму пакет. Сейчас, правда, еще гуляю. И пока до велосипеда пойду, буду собирать мусор, который лежит возле дороги. И всем, ребят, рекомендую и советую, так скажем, так, хотя бы чуть-чуть. Все равно многие на машинах ездят. Сейчас пешком мало кто ходит. В основном сейчас все на технике уже. Нетрудно, ребята, собрать. Будет приятно и вам потом в следующий раз. Да и остальным. Но с каждым годом все хуже и хуже, блин. Вот это самое неприятное. Ну вот, ребята, выхожу на дорогу. Сейчас пойду вдоль дорожки вот этот мусор буду собирать.
Пакет у меня есть из-под термоса. Хоть так, чуть-чуть. Если кто будет смотреть, ребят, поддерживайте ситуацию. Я думаю, не трудно. Грибов собрали немножко. Отлично. Вот у меня шоколадка, термос. Пакетов больше нету, я налегке. Ну, стараюсь. Постоянно так с грибами хожу, стараюсь. Нет, собрать. Вот так вот. Ладно, пойдем сейчас потихоньку. Самое интересное, ребят, что ходить вот особо-то и не надо, блин. Мусора очень много. Ну, вот эти полторашки, скажем, половинчатые, это вот ягодники оставляют. Правда, не знаю почему. Быстро наберу сейчас. Берут с собой попить, потом режут под ягоды. Потом все это валяется на дороге. Вот так вот. Что там? Трамвай на месте. На месте. А то бывали такие моменты. В свое время как-то крали. Сейчас вроде с этим все в порядке. Но тем более тут барсуки вон охраняют. Прогулялся. Вот такая уточка. Классно, здорово. С грибами еще не важно. 9 часов. Ну, ребят, пол корзиночки надыбал. Смотрите, какие красавцы. Ну и давайте, ребят, будем задуматься. Вот что будем показывать детям. Вот это или вот это. Я думаю, каждый понял для себя, да, ребят? Ну, собрал вот тут по дорожке, прошел. Пакетик всегда так делаю, ребят. Так что тут никакого этого нету, там, показухи. Просто делаю всегда так. И говорю вам, ребят, тоже старайтесь, если есть возможность, то так делать. Отлично, утряночка, ребят. Грибочек начинает, значит, скоро пойдем с семьей, я думаю. Возьму дочку и прогуляемся. Возьмем пестер, покушать что-нибудь взять. Ну, короче, отдыхать, ребята. Ладно, буду собираться, дождь мокрит. Как-то так, родные. Так что давайте тоже в лес, не ленитесь. Берите детей с семьей и за грибами. Потому что в средней полосе, как многие пишут, что гриб идет хорошо. Так что, ребят, давайте все встаем, одеваемся и в бой за грибами. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ребят, лайкосик от вас. Очень признателен. Все. Всех обнимаю, как обычно. Счастья, здоровья, ребят. Ну, увидимся на воде, наверное. Будем обкатывать лодочку. По погоде сейчас посмотрим. Ну, как-то так. Так что, пока. Тай-та-та-та-та-тай.